Перед вами сегодня выступает врач-эндокринолог Григорьева Анастасия Сергеевна. Сегодня по заявкам телезрителей хотела бы рассказать вам о сахарном диабете. Так как в Российской Федерации, как и во многих странах мира, наблюдается рост этого заболевания. Сахарный диабет – это группа обменных заболеваний, характеризующаяся гиперликемией вследствие нарушения секреции или эффективности действия инсулина, гормона поджелудочной железы. Хроническая гиперликемия, развивающаяся при сахарном диабете, сопровождается развитием осложнений со стороны многих органов и систем. В первую очередь страдают сердце, кровеносные сосуды, почки, нервы и глаза. Сахарный диабет разделяют на основные две группы. Это сахарный диабет первого типа и сахарный диабет второго типа. Сахарный диабет первого типа – это аутоиммунное заболевание, приводящее к гибели инсулинопродуцирующих бета-клеток поджелудочной железы. Это проявляется абсолютным дефицитом инсулина. Развитие сахарного диабета первого типа происходит на фоне особой генетической предрасположенности, которая при воздействии каких-то внешних факторов, например, вирусов, может приводить к изменению состояния иммунной системы. Организм больного начинает воспринимать свои бета-клетки поджелудочной железы как чужеродные и вырабатывает против них антитела. Это приводит к гибели бета-клеток поджелудочной железы, а значит выраженной недостаточности инсулина. Сахарный диабет первого типа развивается в основном в молодом возрасте, до 30 лет. Сахарный диабет второго типа – это хроническое заболевание, проявляющееся нарушением углеводного обмена с развитием гиперликемии вследствие нарушения инсулинорезистентности и секреторной дисфункции бета-клеток поджелудочной железы. Начинается сахарный диабет второго типа, в отличие от сахарного диабета первого типа, постепенно, часто совершенно незаметно для пациента. Поэтому человек может долго болеть, но не замечать этого. Повышенный уровень сахара крови у пациента может быть выявлен случайно на приеме у врача-терапевта. Сахарный диабет второго типа – это заболевание в основном пациентов в зрелом возрасте. Симптомы диабета первого типа развиваются очень стремительно и проявляются яркой картиной. Больной, несмотря на повышенный аппетит, быстро теряет в весе, чувствует усталость, сонливость, жажду. Частые позывы к мочеиспусканию заставляют пациента вставать по ночам по несколько раз. Это называется нектурия. Он выпивает в день по 3-4 литра воды. Симптомы возникают внезапно, и поэтому при внимательном отношении к себе не остаются незамеченными. Второй тип сахарного диабета самый распространенный и при этом самый сложный в распознавании. Болезнь протекает медленно, и несмотря на большое количество возможных симптомов, обычно они выражены слабо. Для сахарного диабета второго типа характерна сухость во рту, жажда, обильное потоотделение. Больной может употреблять до 3 литров жидкости в сутки, снижение веса. Происходит обильное мочеиспускание, ночью проявляется нектурией, больной встает 3-4 раза за ночь. Постоянная усталость, сонливость, чувство слабости, ощущение покалывания в пальцах, онемение конечностей. Значительная внезапная потеря веса, несмотря на высокий аппетит пациента. Кожа сухая. Возможно сильный зуд, долгое заживление ран и ссадин, инфекции мочевыводящих путей и также повышение артериального давления. Фактором риска сахарного диабета является наличие этого заболевания у ближайших родственников, то есть наследственная предрасположенность. Также предрасположенность к ожирению. У женщин рождение ребенка с массой тела более 4 кг и повышенный сахар во время беременности. Лабораторная диагностика сахарного диабета сводится, во-первых, к определению уровня сахара в крови. Уровень сахара в крови в норме у пациента должен быть натощак от 3,3 до 5,5 ммоль на литр. При сахарном диабете более 6,1 ммоль на литр. Во-вторых, измеряем случайное определение сахара в крови. При случайном определении, если сахар больше 11,1 ммоль на литр, то можно говорить о сахарном диабете. В-третьих, идет определение гликированного гемоглобина. Если больше 6,
то также можно говорить о сахарном диабете. Пациент должен уже наблюдаться и дообследоваться. В-четвертых, тест проводится утром на фоне не менее чем 3-дневного неограниченного приема пищи, то есть 150 грамм углеводов в сутки пациент должен употреблять. Пациент приходит натощак, сдается кровь на сахар, и в течение 5 минут пациент должен выпивать 75 грамм безводной глюкозы, растворенной в 300 мл воды. Через 2 часа после этого происходит контрольное измерение сахара крови. Если сахар крови больше 11,1 ммоль на литр, то говорим о сахарном диабете. Если показатель крови менее 11,1 ммоль на литр, но более 7,8 ммоль на литр, то уже можно говорить о нарушении толерантности к глюкозе. Если сахар крови меньше этих показателей, то пациент направляется на дообследование и проведение этого теста через 3-6 месяцев. Лечение сахарного диабета отличается в зависимости от типа сахарного диабета. Лечение сахарного диабета первого типа это возникающее в результате абсолютной недостаточной секреции инсулина собственной поджелудочной железой, сводится к тому, что в первую очередь необходима инсулинотерапия. В данной ситуации это является единственным эффективным способом лечения. Подбор дозы схемы лечения инсулинотерапии проводится индивидуально с учетом возраста, пола, физической активности, индивидуальной чувствительности к инсулину пациента. Основная цель лечения сахарного диабета второго типа – это улучшить чувствительность клеток к инсулину. Самым мощным фактором формирования инсулинорезистентности является избыточный вес. Снижение веса во время лечения сахарного диабета является очень эффективным. У большинства больных, которые придерживаются правильного питания, значительно улучшаются показатели сахара крови. Если диабет и физические нагрузки не помогают лечению сахарного диабета, то уже начинается терапия сахароснижающими препаратами. Выпускаются сахароснижающие препараты в таблетках. Часть из них действует на поджелудочную железу, усиливая выработку инсулина, а другие же улучшают его действие, то есть уменьшают инсулинорезистентность. Для лечения сахарного диабета второго типа нередко применяется и инсулинотерапия. Лечение инсулина при сахарном диабете второго типа может назначаться как временная мера, например, перед хирургическими вмешательствами, при тяжелых острых заболеваниях, но важное значение при лечении сахарного диабета занимает диета. Как уже было сказано, при лечении сахарного диабета первого типа основным методом лечения является инсулинотерапия. А диетические ограничения носят уже вспомогательный характер. Поэтому для пациентов с сахарным диабетом первого типа не существует резких ограничений по питанию. Их питание должно быть полностью сбалансировано по белкам, жирам и углеводам. Диета пациентов при сахарном диабете второго типа уже должна быть связана с нормализацией массы тела, то есть с помощью низкокалорийной диеты. И также необходима повышенная физическая активность. Диета при сахарном диабете второго типа очень важна. Она является одним из значимых компонентов, позволяющих достигнуть успеха. Все пищевые продукты состоят из 3 компонентов – белков, жиров и углеводов. Все они обладают калорийностью, но не все повышают сахар крови. Сахар крови повышают углеводы, которые можно условно разделить на 2 группы. Это медленно усваиваемые углеводы и быстро усвояемые углеводы. Продукты с быстрыми углеводами содержат рафинированные сахара. К ним относятся варенье, сладости, фрукты, фруктовые соки. Они резко повышают сахар, конечно, в зависимости от количества их приема. Поэтому пациентам с сахарным диабетом второго типа желательно ограничить или исключить прием быстрых углеводов. Лучше употреблять медленно усвояемые углеводы. К ним относятся крупы, макароны из твердых сортов пшеницы. Гораздо полезнее для пациентов с сахарным диабетом второго типа медленные углеводы, так как для их всасывания требуется больше энергии. Кроме того, всасывание сахаров замедляет содержащая в еде клетчатка. Поэтому диету при лечении сахарного диабета следует обогащать клетчаткой.
Вот несколько правил, которым следует следовать пациентам с сахарным диабетом. Первое. Пищу нужно принимать небольшими порциями и часто, 4-5 раз в день. Не переедать, употреблять хлеб из муки грубого помола или с отрубями. Овощи, кроме картофеля и бобовых, употреблять в пищу ежедневно. Избегать употребления быстрых углеводов. Физическая нагрузка при лечении пациентов с сахарным диабетом является очень важной. Она увеличивает чувствительность ткани организма к инсулину и таким образом способствует снижению уровня глюкозы в крови. К физической активности можно отнести и прогулка, и небольшая работа по дому, бег трусцой. Предпочтение следует отдавать регулярным и дозированным физическим упражнениям. Внезапная интенсивная нагрузка может вызвать проблемы с уровнем сахара в крови. У пациентов с сахарным диабетом имеется повышенный риск развития осложнений со стороны сердца и кровеносных сосудов. Также страдают ноги, почки. Регулярные физические нагрузки, иногда просто ходьба, бывает достаточно для профилактики нарушений кровообращения в стопах. При диабете необработанная рана или ссадина на стопе может перерасти в серьезную проблему. Даже небольшие порезы или царапины на стопах заживают дольше, чем у пациентов без диабета и требуют повышенного внимания. Ключом к предотвращению этих проблем является правильно подобранная обувь и также регулярный осмотр стоп. Воспользуйтесь зеркалом, если вам трудно осмотреть свои стопы. Запомните, что в начале повреждения стоп можно долго не замечать, так как они безболезненные. У пациентов с диабетом через несколько лет повышается риск заболеваний стороны сердца и почек. Существуют достоверные сведения о том, что хороший контроль сахара крови уменьшает этот риск. Важно также регулярное измерение своего артериального давления. Уважаемые телезрители, регулярно измеряйте свое артериальное давление и также уровень сахара в крови. Следите за своим здоровьем, берегите себя, будьте здоровы!